бороться с кредитной безграмотностью населения и что делать, чтобы не попасть в долговую яму. Тема финансов касается каждого и в то же время считается щепетильной, но не тогда, когда речь заходит о массовой закредитованности населения. Здравствуйте, в эфире программа «Услышать каждого» и я, Анастасия Маслова. Финансово-грамотная Тува – тема сегодняшнего разговора. И от самих граждан зависит благополучие своего родного села, района, города и в целом всей республики. Ну, прежде чем мы с вами начнем говорить о путях решения, наверное, нужно сказать, почему это возникло, о причинах, да? Вот на ваш взгляд, как так получилось, что мы залезли вот в такую вот яму долговую? Ну вот мы проводим учебу среди наших пенсионеров. Около 80 тысяч пенсионеров у нас охват идет. Мы проводим в виде конференции, где мы приглашаем актив пенсионеров и разъясняем. Учитывая, что у нас еще очень большая задолженность по коммунальным услугам, мы вот 21 июня пригласим специалистов мэрии, департамента по соцполитике. Специалисты будут разъяснять для наших пенсионеров, как необходимо правильно оформить субсидии на коммунальные услуги. Ну и, конечно, разъяснительную работу необходимо среди населения проводить. Но это вы как раз говорите о том, как решать проблему, да? А вот на ваш взгляд, почему она вообще возникла? То есть почему люди, беря кредит, не думают о том, что, чем они будут отдавать? К примеру, по налогам также. Если владеют, почему они не думают о том, как они будут уплачивать налог? Вот с чем это связано? Это безграмотность населения или это просто такая опрометчивая жизнь? Ну, дело в том, что перед реализацией проекта был проведен опрос на предмет грамотности нашего населения. Да? И данный опрос выявил, что порядка 65% населения вообще не справляются с вопросами финансовой грамотности, не ведут свой личный бюджет, то есть не ведут записи, какие доходы, расходы они имеют, какие основные статьи затрат они имеют возможность в месяц потратить, сколько у них остается резервов, какие у них имеются сбережения. И вот именно вот эти результаты опроса, они как раз и сподвигли на то, чтобы все-таки определить ряд мероприятий для того, чтобы улучшить уровень нашей финансовой грамотности населения и снизить, соответственно, задолженность и по налогам, и по коммунальным платежам, и в том числе по кредитам. Ну, как раз это проект «Финансово-грамотная Тува», да? Да. Инициатором же был Шалбан Валерьевич. Да. Расскажите об этом подробнее. Глава республики, он обозначил в своем послании о том, что мы должны стремиться к тому, чтобы жить по средствам. И это касается не только бюджетов, но и бюджета каждой семьи и личного бюджета каждого гражданина. То есть мы должны понимать, какие доходы мы располагаем, какие расходы в обязательном порядке мы должны внести в виде налогов, в виде оплаты коммунальных платежей, в виде определенных взносов, и что у нас остается в резерве. Как раз вот эта вот задача и поставлена была главой республики. А в чем заключается тогда работа этого проекта? Он стартовал в этом году? Ну, вообще, некая работа, она велась в связи с тем, что на уровне Российской Федерации Минфином была инициирована финансовая грамотность. Она уже работает с 2011 года, но эти мероприятия носили разовый характер, они были приурочены к Дню финансистов обычно. И в основном мы охватывали такой слой населения, как студенты и школьники. А вот именно среди остальных слоев населения это стартовало с начала 2017 года. И проект пока предварительно рассчитан на 2 года, это 2017-2018. А вот ведется ли какая-то статистика, какая проблемная категория граждан в этой связи? Да? Это молодежь, это работающие граждане или это уже пенсионного возраста люди? Но в основном по статистике показывает, что финансово неграмотными являются это безработные и граждане, которые не имеют высшего образования. В основном это после школы, кто закончил только школу, либо техникум. Остальные категории более-менее ориентируются, и таких категорий всего лишь 35%. Остальные вот у нас, получается, к этой категории относятся. У нас сейчас в республике месячник проходит по налоговым сборам, да? Вот расскажите, можно ли говорить уже об итогах? Он как раз сегодня закончился, 15 числа, да? Вот. Несмотря на то, что в итоге месячник был объявлен на определенный срок, но тем не менее работа будет и дальше продолжена, потому что задолженность за период с 15 мая по 13 июня она снизилась всего на 5 миллионов. И, конечно, за период месячника сумма поступлений, ежедневных поступлений налогов возросла. Если до объявления месячника это поступало порядка 125 тысяч рублей,
в день, то в период месячника сумма достигала до 300 тысяч. Но, тем не менее, задолженность остается еще высокой, поэтому мы будем продолжать эту работу. И также мы выходим с разъяснительными беседами в организации, встречаемся с населением, подключаем местную администрацию для того, чтобы донести до ипотечников, что налоги платить это так же быстро, просто, как и пополнить счет мобильного телефона. То есть мы все можем быстро, просто это сделать, да? И то же самое мы быстро, просто можем заплатить налоги, используя просто телефон, имея в руках. Для этого достаточно будет иметь интернет. Ну, понятно, что Очень каждый, много позиций. кто владеет имуществом, он должен понимать, что ему в определенные сроки нужно заплатить налоги, да? Но бывает так, что налоговые органы, они обязаны уведомлять за 30 дней, по-моему, календарных, да, до уплаты. А как быть, если, например, гражданин переехал, и он уведомление не получил? И, соответственно, он может потом сказать, что я не получил, и поэтому не оплатил, да? Не знал. Для этого существуют различные способы для связи, да? То добропорядочный гражданин, он найдет возможность любым способом узнать эту информацию. Обратившись в любой близлежащий налоговый орган, независимо от места жительства, он может получить пароль от личного кабинета и там посмотреть всю информацию. Может зайти на портал госуслуг и увидеть там налоговую задолженность, проверить себя. То есть раз в год хотя бы это нужно сделать, оплатить налоги и просто проверить, есть ли у тебя задолженность. Я хотела бы дополнить слова Аяны Надзиевны о том, что статья 50 Конституции Республики Тыва звучит о том, что каждый гражданин обязан оплачивать налоги. Есть определенные сроки. В прошлом году это было 1 декабря. Сейчас мы во время месячника собираем именно задолженность за 2015 год. Следующий срок оплаты у нас также пока остается 1 декабря, но возможно, что с изменением федерального законодательства он будет перенесен. И у нас также планируется месячник по сбору предварительно задолженности именно за 2016 год. А вот к злостным неплательщикам какие-то жесткие меры применяются? Это уже работаем с судебными органами, направляем им документы. Далее идет взыскание в судебном порядке, уже служба судебных приставов работает. Естественно, тут уже идет взыскание за счет имущества должника. Довольно неприятная процедура, да, и чтобы не доводить до крайней точки, следует планировать свои расходы, да. Почему, собственно, эти задолженность одна из причин, да, что мы, налог, небольшая сумма, 500, 600, 1000 рублей, тогда, когда у нас по кредитам почему-то бегут в первую очередь платить, банки боятся. Многие жители республики еще жалуются, что им начисляется налог за проданный дом или автомобиль. Как быть в этом случае? В этом случае нужно незамедлительно обращаться в налоговый орган с заявлением. К налоговому уведомлению прикладывается заявление, да, где гражданин сообщает о несоответствии обнаруженном. И далее мы отрабатываем с регистрирующими органами, с ГИБДД, с Росреестром, и вносим уточняющую информацию, делаем перерасчет налогов, и таким образом этот вопрос снимается. Но чтобы мы знали об этом, нужно один раз обратиться к нам. Мы с вами все говорили о том, что сейчас век информационных технологий, и поэтому не проблема узнать о своей задолженности, о сроках, да, уплаты. Но для некоторых людей пенсионного возраста это все-таки составляет проблему. Пенсионный фонд как в этом плане помогает? Мы проводим, как я уже говорила, в виде конференции, куда мы приглашаем и представителей Национального банка о том, что необходимо при получении кредитов рассчитывать свои доходы, расходы, иметь, обязательства перед кредитными организациями, брать или не брать кредит. Об этом мы уже видеоконференцию проводили. 21 июня мы уже приглашаем еще раз специалистов Национального банка рассказать по карте МИР и по получению кредитных средств в микрофинансовых организациях. Кроме этого, мы проводили видеоконференцию с представителями налоговой службы, налоговики, они нам рассказывали по льготам, по имущественным налогам, по транспортному налогу, как вовремя оплачивать. И, конечно, этот охват мы производим, около 500 с лишним человек присутствовали на этих видеоконференциях, потому что мы здесь приглашаем, кроме пенсионеров, весь актив молодежи, который у нас в районах
начальники управлений приглашают на видеоконференцию и всех ознакомливают с теми или иными проблемами. Кроме этого, существует у нас обратная связь. Мы проводим анкетирование. Те или иные вопросы, вот, которые мы сегодня обсуждаем, мы уже в анкетах опрашиваем. И очень много, конечно, вопросов у людей возникает и по налогам, и по субсидии, которые идет по коммунальным услугам. Ну и, конечно, это закредитованность нашего населения. Об этом мы тоже со специалистами, с приглашенными обязательно это все озвучиваем и, конечно, обсуждаем. Вот в борьбе с безграмотностью финансового населения здесь важно объединить усилия всех ведомств, на ваш взгляд? Ну да, конечно, потому что участниками нашего проекта являются все органы, то есть это и образование, которое затрагивает школьников и студентов, это и пенсионный фонд, который охватывает категорию пенсионеров, это и налоговый орган, который затрагивает налогоплательщиков в лице каждого гражданина. То есть у нас порядка 233 тысяч налогоплательщиков, которые имеют имущество и оплачивают налоги. Здесь нужно работать в комплексе для того, чтобы все-таки эту проблему свести как можно больше на минимум. Что уже сделано в рамках проекта? Я вот смотрю, у вас с собой газеты, да, то есть вы еще какую-то работу ведете и в средствах массовой информации. Но вообще задача проекта в том, чтобы максимально донести до граждан о том, что вести свой личный бюджет – это первоочередная задача. Для того, чтобы каждый понимал, какие у него есть обязанности перед налоговым органом, перед кредитной организацией и какой резерв он имеет. По статистике, если вы оплачиваете кредиты в пределах 25%, то вы являетесь, то есть ваш бюджет является стабильным. Если же сумма кредитов обязательных платежей составляет более 25%, то это уже риск того, что вы, то есть вышел даже закон о том, что о несостоятельности и банкротстве. Но хотя в нашей республике таких прецедентов о том, чтобы гражданин объявлял себя банкротов, не было, но тем не менее такая уже практика в Российской Федерации существует. И поэтому наша задача через средства массовой информации, через проведение семинаров с участием наших участников проекта, как можно больше донести о тех возможностях, которые имеет гражданин при получении кредитов, защита его прав, и как правильно выбрать кредит, и как правильно оформить пенсию, и как это нужно делать, чтобы, начиная со своей начала трудовой деятельности, молодежь наша понимала, что, устраиваясь на работу к предпринимателю, у тебя должен быть договор, ты должен быть официально трудоустроен, у тебя должны идти пенсионные отчисления, и в старости ты законно получишь эту пенсию, потому что в большинстве случаев у нас практикуется именно неформальная занятость, либо неофициальное трудоустройство. По договору, по найму, да, Да. то есть получается. Ну и кроме этого я хотела дополнить, что у нас в Тывинском государственном университете есть Центр повышения финансовой грамотности. Они нас приглашали всех, да, все ведомства. Есть там, у них есть свой сайт, там можно задавать вопросы. И обратная связь уже через наше ведомство. Мы ему на те или иные вопросы наших граждан уже будем отвечать. Если кого заинтересует, можно обращаться именно в Центр повышения финансовой грамотности в Тывинском государственном университете. Я хотела еще дополнить, что сейчас мы намерены провести чемпионат по финансовой грамотности, который называется «Финпросвет». Первый этап чемпионата у нас будет 20 июня. Мы приглашаем к участию органы исполнительной власти. Команды формируются из 5 человек, возрастная категория до 35 лет. 20 июня в виде тестирования мы проведем отбор 4 команд. В финал выходят 4 команды, которые между собой соревнуются. И там уже победители команд 5 июля будет второй этап, 12 июля будет финал, команда-победитель будет награждена денежным призом и экскурсией в музей Национального банка. А заявки на участие к вам могут? Да, заявки на участие можно подавать по адресу электронной почты minfin@rtuva.ru. Заявки принимаются до 16 июня. Спасибо. Я считаю, что мы сегодня затронули с вами очень важную тему. И надеюсь, что после нашей программы все-таки кто-то задумается и не влезет в долговую яму. Это была программа «Услышать каждого». Увидимся с вами ровно через неделю. До свидания.